Далее на канале Якутия-24 мы подведем информационные итоги дня сегодняшнего, среды 28 сентября. В студии Иван Лазаренко, и вот о чем расскажем в этом выпуске. В Якутске продолжает работу пункт сбора дополнительного обмундирования для мобилизированных граждан республики. Материальная помощь пострадавшим от паводка в Верхоянском районе будет полностью выдана в ближайшее время. Около Эльгинского угольного месторождения планируется создание национального парка «Большое Токко». Память ветеранов Великой Отечественной войны почтили жители Сайсарского округа столицы. Там появился сквер памяти. 2600 километров через 2 моря и 5 проливов. Участники экспедиции рассказали о своем путешествии. С 26 августа в Якутске работает пункт сбора дополнительного обмундирования для мобилизованных граждан республики. Работа проводится в рамках сотрудничества Общественной палаты и штаба добровольцев региона. На сегодняшний день мобилизованным необходимы теплые вещи, спальные мешки, продуктовые и медицинские наборы. При этом в скором времени пункт планирует сборку индивидуальных рюкзаков, в которых будет иметься все необходимое. Кроме того, организована помощь семьям мобилизованных. Так, по сообщению представителей пункта, сегодня в Общественной палате работают юристы и психологи. За материальной помощью семьи могут обратиться в пункт сбора. Мы тут находимся с 10 часов утра до 6 вечера. У нас волонтеры очень активные граждане. Нам нужна для наших мобилизованных теплая одежда. Это фрисовые костюмы, это спальные мешки, это коврики, пенные коврики. Нужны шапки, теплые носки, стельки. Сегодня уже нужно организовать аптечку для наших солдат. Там не выдают, оказывается, нету аптечек. Для этого нам нужно сейчас футляры уже откуда-то найти или самим шить. Единовременная материальная помощь пострадавшим от паводка в Верхоянском районе будет полностью выдана до 10 октября. Об этом сообщили местные власти района на очередном совещании правительственной комиссии. Восстановительные работы по ремонту объектов здравоохранения, образования, теплоснабжения и культуры почти окончены. На стадии завершения работ находится последний объект. Отопительный сезон в районе стартовал без проблем. В этом году он начат раньше регламента. Все материальные средства и финансовые, они доведены до района. И работа эта сегодня, если в Кобяйском районе в таком спешном порядке была завершена, то по Верхоянскому району, к сожалению, эта работа до сих пор продолжается. Но причину указывают тем, что некоторые граждане отсутствуют, приезжают с отпусков. Ремонтные работы все завершены, кроме спортзала города Верхоянска и одного села. Здесь по селу, если спортзал не подлежит восстановлению, то в Верхоянском районе по спортзалу работы ведутся, как доложили. В Хангаласском Улусе продолжается возведение 5 многоквартирных домов. 2 дома строят в райцентре, 3 в сельских населенных пунктах. Подробности расскажет Виолетта Засимова. В конце октября в городе Покровске введут в эксплуатацию, пожалуй, самый большой дом, построенный в рамках программы переселения. Речь идет о 9-этажном доме по адресу Комсомольская, 12. Он состоит из 108 квартир. 78 квартир предназначены переселенцам, 13 квартир – детям-сиротам. Строительная готовность объекта на текущий момент оценивается в 90%. Помимо этого, в центре Покровска также для переселенцев возводится 5-этажный угловой дом. Строит его компания СТК. 46 квартирами. Так, однокомнатных квартир будет 13 квартир, двухкомнатных 15 и трехкомнатных 17 квартир и одна четырехкомнатная. На данный момент завершены работы цокольного перекрытия, колонн первого этажа, плиты перекрытия первого этажа. И идет работы колонн второго этажа и перекрытия. И начали кладку первого этажа. Еще 3 многоквартирных дома в рамках программы переселения строятся в селах Кочекадцы, Ой и Актемцы. В Кочекадцах это 3-этажный дом с прилегающей асфальтированной территорией. В селе Ой – 4-этажный 17-квартирный каменный дом. В селе Актемцы – 4-этажный 27-квартирный дом. В Актемцах генеральным подрядчиком является компания АЭП «Капитал». Здесь строительные работы начались в мае и должны завершиться в октябре 2023 года. На сегодняшний день возведен каркас
ведутся работы по благоустройству и инженерной коммуникации подводятся. Ну, основная фишка, наверное, этого дома, он будет с индивидуальным газовым отоплением, собственной насосной подстанцией по подаче холодной воды. Подогрев горячей воды будет производиться поквартирно через газовые котлы. Уже сейчас известно, что АЭП «Капитал» будет строить второй дом по переселению в Актемцах. Он будет располагаться рядом с первым. Да, также здесь по плану земельного участка запланировано строительство второго дома. Это 19-квартирный четырехэтажный дом. Но по характеристикам также аналогично этому дому, только трехкомнатных квартир здесь больше будет. Сваи планируется забить где-то в начале ноября. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Дни открытых дверей стартовали в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики. Там подробно рассказывают о ежедневной работе, раскрывают особенности сбора и формирования статистической информации, а также делятся историей создания и деятельности со дня открытия по сегодняшний день. Состоялась также встреча студентов из Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета с представителями научно-экспертных и образовательных сообществ. Обсудили использование официальной статистической информации в ходе учебного процесса и в практике повседневной работы преподавателей вузов и научных учреждений. Также пройдут лекции и практикумы для работников администрации главы и правительства, Минэкономики региона и Центра стратегических исследований. Востребованность статистической информации только возрастает и необходима и органам власти, и населению для понимания того, что происходит, для принятия определенных мер для развития экономики, развития республики и государства. Работаем мы уже 169 лет, и за все эти 169 лет, за этот период всего лишь единожды органы статистики останавливали свою работу. Это в период с 1913 по 1918 год. С тех пор органы статистики ни на один день не останавливают свою работу. Патриотическое воспитание стало главной темой круглого стола, проведенного Конституционным советом региона. Свыше 50 педагогов, школьников и студентов приняли в нем самое активное участие. В ходе заседаний выступали представители организаций по патриотическому воспитанию и образовательных школ. Об опыте работы по патриотическому воспитанию в общественных объединениях, культурных и образовательных организациях делились спикеры на дискуссионной площадке в рамках заседания. По итогам работы будет принята резолюция по патриотическому воспитанию детей в республике. Мероприятие было приурочено ко Дню государственности Якутии. Сегодня на заседании общественных коллегий соберутся в том числе ответственные сотрудники школ, касающиеся, работающие по воспитательной части. Это будет молодое поколение, в том числе студенты высших учебных заведений. Это будут активные общественники, людям, которым есть что сказать и наполнить содержанием вот эти положения Конституции. Наша задача обсудить эти вопросы, выработать рекомендации. Выявленные победители и призеры конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда». Всего было подано 7 заявок от предприятий-участников. Из них определены финалисты по 3 номинациям. Лучшим в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» стал проект адаптации работников аэропорта Якутск. В направлении наставничества в области повышения производительности труда РИК «Автодор» и в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» «Саха-Фармация». Организатором конкурса выступает Министерство экономики республики. Далее 3 лучших проекта будут масштабированы на федеральном уровне. Очень достойные, все очень заслуженно получили эти награды, эти дипломы. Я считаю, что сами ребята очень мотивированы такой работой. И действительно, что они становятся в чем-то где-то какими-то новаторами. Конкурс очень значимый для нас, ведь у нас в аэропорту практика наставничества очень практикуется. Это очень помогает для вновь принятых, также и для практикантов, которые только осваиваются в этой профессии. Около Ильгинского угольного месторождения планируется создание национального парка «Большое Токко». На первом плане вопрос сохранения биоразнообразия на фоне промышленного освоения территорий Южной Якутии. Сейчас эти земли считаются природным заказником, а сам парк должен быть зарегистрирован до декабря 2024 года.
Сегодня идет активное развитие Эльги. Строятся транспортные магистрали, разрабатываются месторождения полезных ископаемых и сопутствующих им структур, что, несомненно, оказывает влияние на флору и фауну региона. Создание национального парка позволит осуществлять контроль за процессом и минимизировать конфликтные ситуации. Национальный парк режим у него немножко гибкий, чем государственные природные заповедники. Если в заповедниках полностью запрещена хозяйственная деятельность человека, имеется в виду традиционные виды деятельности, и в целом, то в национальных парках можно заниматься и традиционными видами деятельности, а также экологическим туризмом. Общая площадь национального парка составит более 280 тысяч гектаров. На этой территории расположено большое количество краснокнижных и редких исчезающих видов животного и растительного мира. Здесь же находится река и одно из самых глубоких озер Якутии. Уголь добывать надо. Без этого никак. А уголь нужно добывать так, чтобы было менее болезненно для природы. И особенно для вот этой природы, мы говорим уникальная, но она такая нежная, хрупкая, вот эта природа озера, только там все так медленно растет, все медленно восстанавливается. Весь проект оценивается в 500 миллионов рублей. Создание национального парка открывает новые возможности, такие как развитие экологического туризма и создание новых рабочих мест, так как будет усилена охрана в части обеспечения государственного контроля и будут проводиться научные исследования и мониторинг территории. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мирнинская библиотека после ремонта увеличила книжный фонд. Все подробности узнаем у наших коллег. В мирном открытии библиотеки после капитального ремонта стало настоящим событием для горожан. Более 4 лет понадобилось строителям, чтобы обновить помещение библиотеки. Впрочем, работу библиотека не останавливала ни на один день. Читатели обслуживали в здании учебно-курсового комбината. И вот теперь сотрудники вернулись в родные отремонтированные стены. Капремонт обошелся бюджету района 24 миллиона рублей. Заменили двери, выровняли стены, в помещениях обновили мебель. В залах организовали уютные места для чтения литературы. Поставили кресла, диванчики. В ноябре откроют зону коворкинга. Жители смогут учиться и работать здесь. Обновился и библиотечный фонд на 7,5 тысяч экземпляров. Это известные литературные, художественные произведения, научно-популярная литература, детские книги и новинки. Работники библиотеки уверены, количество читателей возрастет. Современная библиотека – это не только место, где выдают книги, это место общения. Третье место, где люди могут провести время, пообщаться, позаниматься. Ну и, конечно, никуда не деться от интернета. Современные технологии. В нашей библиотеке это будет современный Wi-Fi, покрытие по всей библиотеке будет. Во время торжественного открытия с приятными переменами сотрудников и гостей городской библиотеки поздравил глава района Александр Басыров. Я думаю, что мы создали комфортные условия для наших читателей. Хочу пожелать, чтобы в библиотеке никогда не пустовали наши залы. В свою очередь мы гарантируем, что и в дальнейшем продолжим заниматься развитием нашей библиотеки. Здесь будут проходить мероприятия для детей и взрослых. Вновь наберут группы по изучению якутского языка. Пожилые смогут осваивать компьютерные азы. Возобновят и творческие встречи с писателями, поэтами. Уже в октябре в городской библиотеке проведут презентацию корейской общины, а в ноябре горожан пригласят на этнографический диктант. Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Память ветеранов Великой Отечественной войны почтили жители Сайсарского округа столицы. Там был построен сквер памяти основателей кооператива ветеранов войны. По словам руководителя инициативной группы, идея создания сквера пришла жителям округа в 2019 году. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Всего на мемориальных досках нового сквера памяти запечатлены имена 160 человек. Первых жителей тогда еще дачных кооперативов, ныне ДСК «Победа» и «Заря». Разыскивали и восстанавливали их имена жители Сайсарского округа самостоятельно. Мы конкретно поработали, чтобы установить исторические данные, юридические данные с Национальным архивом. И все имена, они включены на основе распоряжений горисполкома города Якутска.
Примечательно, что сквер окружили высаженные в рамках акции «Береза ветерана» деревья. Участие в ней приняли свыше 30 семей. Сам же новый комплекс небольшой, однако инициативу и со стороны градостроительства, и со стороны культурного значения по достоинству оценил главный архитектор города Семен Сергеев. Такие общественные пространства маленькие, миниатюрные, да, они дают больше эффекта, чем вот крупные какие-то объекты, которые очень долго строятся. Возвести сквер не удалось бы без программы поддержки гражданских инициатив Министерства финансов Республики. На сегодняшний день это единственный реализованный в рамках программы проект по Сайсарскому округу. Хотелось бы выразить огромную благодарность инициативной группе. Благодаря инициативным жителям нашего округа данный проект на территории Сайсарского округа реализовался. В октябре мы будем собирать новые заявки на 2023 год, чтобы реализовывать новые проекты для жителей округа. А для жителей кооператива открытие сквера стало первым этапом собственного проекта по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, со слов Светланы Семеновой, сегодня они активно разрабатывают программу для школ города по проведению классных часов, разговорах о важном, внеурочных занятий, проектной деятельности, о родном крае и памятных датах Великой Отечественной войны. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Искусство лечит, и речь сейчас идет не только об арт-терапии. Порой творческие работы, уже представленные в виде готового экспоната, также оказывают положительное влияние на моральное здоровье человека, что, соответственно, способствует скорейшему выздоровлению. Так, в Республиканской клинической больнице номер 3 общественная организация «Долго жить» запускает благотворительную акцию «Солнечный круг», первыми участниками которой стали ученики детской школы изобразительных искусств. Подробности узнавала Надежда Саханская. Пожилые люди больше всего нуждаются в моральной поддержке, особенно в период тяжелой болезни. Именно это и послужило основным мотивом организовать благотворительную акцию под метафоричным названием «Солнечный круг». Круг символизирует единство, где каждый заботится и защищает друг друга. И в преддверии Международного дня пожилых в честь годовщины отделения сестринского ухода Республиканской клинической больницы номер 3 мы объявляем старт благотворительной акции «Солнечный круг». Это будет круг благотворителей и волонтеров, которые хотят и желают помочь пожилым людям. Свой вклад одними из первых вносят дети, ученики детской школы изобразительных искусств. Они рисуют изображения на стекле, витражные техники, чтобы впоследствии эти стекла украшали отделение паллиативной медицины. Мы рисуем в технике витраж, мы рисуем очень яркие рисунки, чтобы бабушкам, дедушкам было очень красочно видеть их утром, допустим, или в обед. Тут нарисовано солнце, цветочки, бабочки, птицы. Это все показывает свет в нашем мире, чтобы наш витраж поднимал им настроение. Что и говорить, на самом деле многие ученые и психологи подтверждают тот факт, что вещи, сделанные руками детей, ценятся на свете больше всего. Ну а учитывая все это великолепие ярких красок и необычных эскизов, можно смело сделать вывод о том, что такие витражи будут цениться выше всего на свете и, конечно же, поднимут настроение и укрепят моральное здоровье. Акция «Солнечный круг» продлится. Сейчас общественная организация «Долго жить» помогает более чем 300 семьям, где есть тяжело больной человек, нуждающийся в домашнем уходе. Внимание, поддержка волонтеров и личный вклад в дело – все это способствует развитию паллиативной помощи в нашем регионе. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. В День государственности республики творческое объединение культуры Якутии и Национальная библиотека республики презентовали арт-объект, посвященный якутской письменности. Одним из признаков угрозы утраты якутского языка является все редкое или искаженное использование уникальных букв. В эпоху виртуального общения они часто заменяются, искажаются и звучание, и написание. Обеспокоенные этой тенденцией, участники творческого объединения культуры Якутии создали проект, составили заявку и выиграли 2 гранта президентского фонда культурных инициатив и главы Якутии. Так идея поддержки родного языка реализовалась, и сегодня организаторы объявляют о полной ее готовности. Эти 5 букв в таком сочетании созвучны якутскому слову, которое значит «восхищайтесь» и «удивляйтесь».
Произведение, оно само очень впечатляющее, полностью написано на литературном якутском языке. Если вот посетители арт-объекта подойдут поближе, прочитают, то можно уже как бы прикоснуться к якутскому языку, якутской письменности. И вообще арт-объект имеет огромное значение для всех, и для филологов, и для читателей библиотеки. 2600 километров через 2 моря и 5 проливов преодолели якутские исследователи. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялась встреча с участниками экспедиции на остров Беннета под руководством председателя якутского отделения Российского союза спасателей Николая Находкина. О незабываемом приключении и о новых научных открытиях узнала Светлана Амосова. В российской Арктике есть удивительный остров – остров Беннета. Это самая северная часть Булунского улуса Якутии. Так сложилось, что экспедиция состоялась в 2 этапа. В 2020 году она была приостановлена из-за погодных условий, но на этот раз все получилось. И когда вот мы все-таки вот встали на воду и пошли, даже вот это первое чувство, что мы на море, все-таки мы сделали это уже маленькая победа была. Но когда через несколько дней мы оказались на острове Беннета, вот эти чувства, я не знаю, я никогда в жизни такого не испытывал. Но вот лично у меня, я думаю, что у всех участников команды, других, я чувствовал себя, как будто я в каком-то приключенческом фильме нахожусь. Это вот искренне так смотришь, вот он остров, он из тумана поднимается. То есть и мы понимаем, что мы дошли, хотя это даже не полдела, это треть дела. Основной миссией исследователей стало создание спасательного депо, которое может служить и научным стационаром, чтобы в дальнейшем была возможность проведения комплексных и регулярных научных исследований. Участники на острове установили якутское серге и за 2 дня построили балаган. Более того, впервые собран гербарий и взяты гидробиологические пробы воды. Научные работы велись несмотря на шторма и сложные бытовые условия. Берем пробу вот на таких пробирках, и чтобы узнать количество микроорганизмов в воде. Впервые в мире на надувных катамаранах якутские первопроходцы достигли островов Большой, Малый Ляховский и архипелаг Анжу. Об этом, обо всем участники экспедиции рассказали во время встречи в историческом музее «Россия. Моя история». Жена и дети Николая Находкина, главного организатора и руководителя экспедиции, пришли поддержать и еще раз послушать истории отца. По словам дочери, Николай Александрович к путешествию готовился много лет. Очень сильно горжусь своим отцом. Он невероятный человек. Он тот человек, про которого снимают фильмы, про которого пишут книги. Когда у меня спрашивают, кем твой отец работает, я говорю, он путешественник в прямом смысле этого слова. Поддержка родных и близких в таких моментах бесценна. На протяжении всей экспедиции через каждые 2 часа сын Николая связывался с ним, а жена перед отплытием по якутским поверьям испекла благословенные оладьи. В день папиного отъезда маминой главной миссией была, одной из главных миссий, сделать много оладий. И там просто целый мешочек у них был. И мама дала наказ такой, вы ешьте чуть-чуть, но так в целом на Беннета положите, главное, чтобы было. И фотоотчет отправьте. Долгожданное путешествие для якутских исследователей завершилось успешно. По итогам комплексной экспедиции к Новому году будет выпущен фильм о том, как наши земляки добрались до острова Беннета и исследовали нетронутые земли. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Любители активного отдыха проверили свои силы в экстремальном виде спорта – соревнований на скалодроме. Соревнование прошло на базе скалодрома школы номер 2 столицы, который является самым крупным в Якутии. Организатором и координатором выступила Федерация альпинизма и скалолазания республики. Соревнование прошло в целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни, скалолазания и других экстремальных видов спорта среди молодежи. В личном зачете на выявление сильнейших приняли участие 3 команды, всего 18 ребят, из них 8 – это девушки. Все они начали заниматься еще с августа месяца. Соревнования проходят в классическом формате, в дисциплине трудность. Но поскольку это новички, занимаются всего 2 месяца, мы проводим их с верхней страховкой на нашем скалодроме. Количество перехватов не очень много, но они максимально под уровень наших начинающих спортсменов.
Вы смотрели итоги дня. На этом наш выпуск завершен. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.